27 августа 2013 год. Республику сотрясает трагическая весть о нападении на секретаря Совета Безопасности Ахмеда Катиева. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он ехал на работу. Нападение произошло неподалеку от селения Нижние Очелуки. Ахмед Катиев и его двоюродный брат Руслан от полученных ранений погибли на месте. От бронированной машины секретарь Совета Безопасности отказался с первого дня пребывания на этой должности, объясняя тем, что ему нечего бояться и скрываться ни от кого не собирается. Мне никогда не придется смотреть в глазок, в дверь и смотреть, кто там, потому что он всегда был открытый. То страшное утро до сих пор в мельчайших подробностях всплывает в памяти Азматгирея Елхароева. Услышав автоматную очередь, вся семья бросилась на пол, а картина, которая предстала перед Азматгиреем после выхода во двор, на долгое время лишила его спокойного сна. Мы слышали выстрелы. А что, как стреляют, что стреляют, мы не знаем. Мы вышли потом на улицу, видели, машина стоит обстрелянная. 20.014. Оказывается, там был Ахмед Катиев и его водитель. По официальной версии, убийство связано с профессиональной деятельностью Катиева. Найти преступников для силовиков – дело чести, заявил Юнусбек Евкуров. Наши слова, чтобы не остались пустым звуком по отношению к тем мерзавцам, негодяям, которые это покушение совершили. Не только исполнители, но и заказчики этого преступления. Всех, кто этих бандитов привел, ждет такая же участь. Преступление не осталось безнаказанным. На второй день после трагедии в лесополосе между селениями Сурхахи и Яндари сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена машина серебристого цвета, на которой предположительно и скрылись преступники. А в мае 2014 года была ликвидирована бандгруппа, причастная к гибели Ахмеда Катиева. Вернуть к мирной жизни людей, которые оступились и ушли воевать за чужие интересы, для Ахмеда Катиева без преувеличения это стало делом ценой в жизнь. За время работы в должности секретаря Совбеза Катиев вернул к мирной жизни более 60 человек. Парень молодой, 23 года, ему всего раскаяться, содеянным осознал и станет на путь исправления, мне кажется, на правильный путь. Пожалуй, ноша, которую взял на себя секретарь Совбеза, была не просто тяжела, но Ахмед Катиев подошел к этому делу со всей серьезностью. Безграничная любовь к своему народу помогала трудиться без устали на пути к стабилизации обстановки в республике. Ахмед добился непререкаемого авторитета. Были случаи, когда участники НВФ сами обращались к секретарю Совбеза за помощью. Такой случай был. Пособником случайно стал житель Сунжинского района Ахмед Бузуртан. Он рассказывает из его уст, что он пошел за дрова, скажем так, в лес. Ну и там встретил бандитов. Те ему сказали, ты будешь нас обеспечивать продовольствием. И дали ему деньги. Где-то 5 тысяч один раз, потом 7 тысяч. Вот он их каким-то продуктами вот снабжал. Молодой человек некоторое время действительно снабжал бандитов всем необходимым, а позже все же решился позвонить в Совет Безопасности и признаться в содеянном. Ахмед Катиев встретился с ним лично. Устроил на работу, дал ему образование тоже, доучиться. У него образование было, по-моему, или 7 или 8 классов. Доучиться до 11 класса. И сегодня, вот буквально месяц тому назад, я случайно его видел, и сегодня этот человек стал на правильный путь. Память о нем живет в наших сердцах, в каждом уголке нашей Родины. Сатамышин согласился. Да ханза схалер цуганам аз эйса далахам чо яли хетлурсон масна баа квач он масна духогон ян хаз дакылды аз ханцдачи не адегаш квисавс шицэн гулук шидезэл гулук эшки дяха камер гулук не гулук хавхд дяха не хашч квач дилис согласился. Вспоминая его, я не могу без слез о нем что-то сказать. Потому что он оставил глубокую рану не только в моем сердце, а в сердце, наверное, всех наших односельчан. Я не знаю, как могла подняться на такого человека рука
чья это была такая черная злая рука. Родные, друзья и коллеги вспоминают, Ахмед был очень отзывчивым, всегда старался помочь. Он был счастливым семьянином. У него осталось 4 детей. И несмотря на то, что работа отнимала много времени, Ахмед успевал уделить внимание окружающим и даже родной школе в Инарки, где учился. Теперь она носит имя Героя России. В честь Ахмеда Катиева названа и одна из улиц в новом микрорайоне в Малгобеке. Его имя вписано в историю не только Ингушетии, а всей страны. А в сентябре 2014 года указом президента страны секретарю Совета Безопасности Ахмеду Катиеву присвоено звание Героя России посмертно. Звезду Героя вручили его сыну Руслану, который пошел по стопам отца. Работа Ахмеда Катиева была не просто трудной и опасной. По долгу службы ему не раз приходилось рисковать жизнью. Без сомнения, это не только огромная утрата семьи Катиевых, но и всей республики. Мужественным, отзывчивым, патриотом своей родины, настоящим героем. Таким Ахмеда Катиева будут помнить всегда. Марина Катиева, Зарема Елоева, Индира Манкиева. Новости 24.